Таджикистан уже готовится к весне. В республике отмечают праздник сада. Торжество посвящено окончанию холодов и приходу тепла, весны. Отмечают праздник за 50 дней до Навруза. В этот день принято разжигать костры. Чем костров больше, тем лучше. По древним обычаям с их помощью согревается земля и просыпается от зимней спячки. Сада – праздник света и рождения огня, а ближе всех к огню – кузнецы. Устод Шамсидин Юсинов занимается ремеслом почти 50 лет. Точными движениями он кует детали для сельскохозяйственной техники и орудий. Публика за работой мастера наблюдает с интересом. Кузнечное дело есть практически в любой развивающейся сфере. Например, во время производства деталей трактора. Почему? Не всегда детали подходят друг другу, и тут на помощь приходит кузнечество. Парк имени Фердовси превратился в большую ярмарку. Дехкани со всей республики привезли сюда инвентарь, семена и саженцы. Абдуджабор Туиров преодолел 80 километров, чтобы показать лучшие образцы своих фруктовых саженцев. Не без гордости признается, с утра продал больше сотни. Хорошо раскупают саженцы яблока сорта Фуджи. Есть у нас и Семеренко. Они тоже пользуются популярностью. Эти два сорта пока идут лучше всего. Саженцы в честь праздника продают по заниженным ценам. Фруктовые держатся в районе 5 сомони за штуку, а экзотические в пределах 300. Объективы смартфонов приковал мастер из Ругуна. Шох-Юсуф Юкубов привез на праздник огромный тавак. Его размер почти 2 метра в диаметре. В такой может поместиться 50 порций далды, традиционного блюда праздника сада. На вопрос о стоимости здоровяка скромно умалчивает. Для создания этого тавака я использовал дерево чинар. Потратил на это примерно 10 дней. Не обошелся праздник без мучных изделий. Только на одном топчине от Таджикпотребсоюза 20 видов лепешек. Гулдаста Бубумуродова вместе с коллегами готовила их всю ночь. Вся еда приготовлена за счет работников в самом Таджикпотребсоюзе. Привезли сюда, чтобы люди пробовали. Все бесплатно. Помимо фотокамер, праздник пришли запечатлеть художники. В этюдах пасмурное небо, костры и танцующие люди. Празднику сада несколько тысяч лет. Одна из притч гласит: царь Хушанг в этот день вышел на охоту и увидел змею. Царь бросил в нее кремниевый камень, который высек искру, после чего загорелся огонь. После к огню возвели почитание и стали отмечать сада. Азамат Зияев, Бахридин Давлятов, Азия+.